Найзалар төшкөн сайылдын кылычтар сыдый чабылдын ана кандай жер үчүн ар намыз үчүн эл үчүн канчалаган элдердин. Огромный вклад в социально-экономическое и культурно-гуманитарное развитие Кыргызской республики внес Исхак Разаков. В честь его 110-летия по всей стране были организованы мероприятия по продвижению углубленных знаний среди молодежи о видном госдеятеле. На заседании Кабинета министров президент Садыр Джапаров сообщил о переименовании города в честь Разакова. В этом году после президентских выборов я начал работу с родиной Исхака Разакова, Баткенской области. К 110-летию со дня его рождения решено переименовать Испану в Разаков. Я думаю, это действительно беспристрастное решение. Исхак Разаков заслужил этого. У него есть дом-музей. Также и аэропорт назвали в его честь. Если и сам город переименуют в честь него, то, я считаю, будут много положительных изменений. В особенности его вклад в государство будет оценен по достоинству и никогда не будет забыт в народе. На заседании правительства было акцентировано особое внимание социальному сектору, в том числе и культуре. Культура, как известно, является расширением ума и духа, а стабильная и высокая оплата труда деятелей культуры является гарантом стабильности всей системы. Что касается культурного сектора Кыргызстана, это правда, что он поддерживается настоящими талантами, идейными вдохновителями, искренне любящими свою профессию. В текущем году их заработные платы повысили на 50%. Если вот в том темпе, который мы сейчас идем, по тому пути, который на сегодняшний день видим, по крайней мере, картину, тогда в ближайшем будущем мы могли бы, в принципе, обеспечить ту зарплату, которая позволяет, по крайней мере, полноценно творческим людям заниматься именно только творчеством. Поэтому это первоначальное условие к тому, чтобы творческие люди занимались только творчеством, а не хозяйственными вопросами, да? Потому что они творцы, они должны творить для того, чтобы, по крайней мере, дать такую духовную пищу для общества. Ой, тилек, максаттарымды улап кетүүчү эр азамат сөзсүз чыгат деп ишенемин. На самом деле, уходящий год в Кыргызстане был даже богаче культурными событиями. Проводятся мероприятия, посвященные 120-летию Джусупа Абдрахманова, 80-летию кыргызского кино и Болота Шамшиева. Кроме того, отметили 30-летие со дня принятия независимости. С регистрацией всемирных игр кочевников в список ЮНЕСКО, как сохраняющих культурное наследие, продвижение бренда ВИК, наличие этой номинации будет играть немаловажную роль. В целях объединения представителей культуры соседних стран в Бишкеке в октябре месяце прошли Дни культуры Казахстана. В 2022 году Дни культуры Кыргызстана пройдут и в самом Казахстане, а далее в Узбекистане и в Турции. В Дубаях мы участвуем в этом году в Экспо. 197 стран участвуют там, и мы должны были, по крайней мере, уровень Кыргызстана показать, культурный уровень, технологичный уровень. 14 декабря мы проводили национальный день в Дубаях. Ну, в общем сложности мы можем сказать, что мы удивили там многих, потому что комиссар Экспо сказал, что такого национального дня еще в Дубаях не было. Поэтому культурой, творчеством мы умеем удивлять, и нам необходимо этот темп дальше продолжать, сохранять. В этом году открытие Национального исторического музея также порадовало кыргызстанцев. Кроме того, в Бишкеке прошел 6-й Всемирный эпический фестиваль, кульминацией которого стали Дни культуры, посвященные году кыргызско-российской солидарности. В следующем году город Каракол станет культурным центром СНГ, поэтому новый 2022 год обещает стать богатым на культурные мероприятия. Аяна Усинбаева, Нурдан Харыпеков. Пирамида.